9 августа в Доме торжеств Гранд Пэлас в Магасе прошло праздничное мероприятие, посвященное столетию Государственной архивной службы России и 25-летию Государственного архива Республики Ингушетия. В торжестве приняли участие глава Ингушетии, председатель Народного собрания республики, руководители различных министерств и ведомств, работники научной, культурной и образовательной сфер, представители средств массовой информации и другие. Сегодня мы проводим праздничное торжественное мероприятие, посвященное 25-летию архива Республики Ингушетия и столетию Государственной архивной службы Российской Федерации. Это такое праздничное мероприятие сегодня, а теоретическая часть, которая пройдет на уровне конференции республиканской, в рамках которой будут изучены все труды, все работы и подведены итоги работы за 25 лет Государственной архивной службы Республики Ингушетия, пройдет в сентябре. А сегодня мы чествуем наших лучших архивистов, наших исследователей, наших историков, людей, которые неравнодушны к истории и культуре ингушского народа. С приветственной речью выступил директор Государственного архива Ингушетии Магомед Картоев. Руководитель учреждения выразил благодарность всем, кто на протяжении этих лет оказывал им помощь и поддержку. Значение архивов и архивных документов в становлении государственности любого народа, в развитии всех институтов государства, а также в развитии гражданского общества, части, касающейся формирования самосознания народа, его национальной идентичности, основанного на знании и уважении собственной истории. В этом смысле значение архивов и архивных документов уникально и, несомненно, очень велико. Поэтому труд архивистов, который, на первый взгляд, скромен и незаметен, он особенно ценен для государства и общества. Он не просто необходим, он жизненно важен, так как связан с сохранением национальной и исторической памяти, а значит, с сохранением собственного «я» любого народа. Именно через архивы и архивные документы каждый из нас становится сопричастным к истории народа, а через нее к истории всего человечества. Поэтому не случайно нас, архивистов, еще называют хранителями истории. Мне хочется пожелать в этот день всем архивистам, моим коллегам, всем хранителям истории и так или иначе сопричастным к этим праздничным юбилейным датам мира, благополучия, успехов в вашем нужном и важном архивном деле. Счастья, здоровья, всего самого наилучшего вам и вашим близким. Также от имени архивистов я хочу поблагодарить всех присутствующих, что нашли время и откликнулись на наше предложение посетить нас и разделить с нами это событие. И в первую очередь хочу поблагодарить лично вас, Узбек Балангиреевич. Ваше присутствие здесь сегодня для нас очень важно, еще и потому, что вы уделяете особое внимание вопросам восстановления нашего историко-культурно-документального наследия. И лично контролируете, это хочу особо отметить, процесс выявления документов по нашей истории в зарубежных архивах, что значительно помогает нам в этой работе. Глава Ингушетии в своем выступлении подчеркнул роль архива для нашего народа и важность этой работы сегодня для республики. По завершении своего выступления Юнусбек Евкуров вручил сотрудникам архива награды. Хочется сердечно поздравить и со столетием главной архивной службы страны, и, конечно, с 25-летием службы республики. Становление архивной службы республики неразрывно связано с развитием республики. Понятно, что ни базой, ни материалов, ни маломальского даже составляющего для фундамента архивной службы в тот период не было. И мы всегда пытались где-то найти многое понятно по нашей истории того периода. Это если брать там период депортации, это Казахстан, Киргизия. Но мы должны видеть и смотреть не только этот период, не только столетний период, не только период там русско-турецкой, русско-японской или там Первой мировой войны. Конечно, мы должны смотреть глубже.
Министерство культуры Ингушетии подготовило к торжеству праздничную программу с участием ведущих солистов Республиканской филармонии и ансамбля. Сегодня ваш день. Я знаю, что вы не так часто, а может быть совсем редко встречаетесь в вот такой прекрасной компании, в таком прекрасном настроении. Поэтому от всей души желаю вам хорошего вечера. Я надеюсь, наши артисты постараются, чтобы у вас оно было хорошее. И я надеюсь, что сегодняшний день вы запомните надолго. Также сотрудникам архива были вручены награды от правительства Ингушетии. Награды вручил заместитель председателя правительства Магомед Ужахов. Нужно сказать, что Государственный архив Ингушетии тесно сотрудничает с другими научными учреждениями республики. Это взаимодействие выражается как во взаимной помощи, так и общих исследованиях, командировках. Все мы знаем, что 25 лет, в принципе, в истории человечества – это песчинка в море. Но в истории нашей Ингушетии эти 25 лет ознаменовались очень высокими достижениями и в социально-культурном, и в социально-экономическом, и в культурном развитии нашей республики. В принципе, архив практически является ровесником нашей вновь созданной республики. И все мы прекрасно помним, чем сопровождалось вот это становление. И помним, что в тот момент, когда создавался наш архив, восстанавливался наш архив, Государственная архивная служба, каким фондом этот архив располагал? Практически никаким. И каким фондом сегодня он располагает? Конечно, в том, что наша Государственная архивная служба сегодня развивается динамично и хорошими темпами, заслуга и коллектива самого архива, и руководителя, и предшествующих руководителей, и сегодняшнего молодого, энергичного, грамотного руководителя Магомеда Мусаевича Картоева. Насколько важен архив, мы это видели и видим и сейчас, когда мы пишем историю Ингушетии, делаем учебные пособия по истории Ингушетии. Наши историки постоянно находятся в архивных службах и непосредственно в архиве Республики Ингушетия. Хочется им пожелать, конечно же, достижения новых успехов, открытие новых документов, свидетельствующих и хранящих историю Ингушетии. Я знаю о том, что глава республики, мы с вами были свидетелями этого, недавно проводил встречу с архивистами и говорил о том, что перед ними стоят определенные и очень важные задачи по выявлению наших архивов в Турции, в Грузии, в Армении, в Азербайджане и так далее. И вот ясное представление о том, что и руководство Ингушетии понимает, какова роль архивной службы. И мы с вами сегодня, и ученые, придерживаются этой же точки зрения, есть полное взаимопонимание, и я уверена в том, что в дальнейшем наша архивная служба будет развиваться и достигать новых успехов. Хочется им пожелать упорства, целеустремленности и не терять веру в то, что они делают. С архивной службой мы контактируем давно, с момента основания и нашей службы, и архивной. И по долгу своей работы в процессе научных исторических исследований, исторических реконструкций
Вот я лично часто обращаюсь в архивную службу, всегда нахожу там взаимопонимание и понимание того, что мы делаем. И очень часто мы поднимаем неизвестные пласты истории благодаря тому, что существует служба, благодаря тому, что сотрудники архивной службы производят великолепную изыскательскую работу. И сегодня, в этот торжественный день, пользуясь возможностью, я хотел бы пожелать сотрудникам архивной службы Республики Ингушетия успехов в поиске документальной основы истории нашего народа. Поздравил сотрудников архива и вручил им награды также и председатель Народного собрания Ингушетии Зелимхан Евлоев. Поздравить вас от имени депутатов Народного собрания, от себя лично, со столетием Российской архивной службы и 25-летием архивной службы Республики Ингушетия. Установление и создание архивной службы республики, конечно же, связано с созданием нашей республики. Не было бы у нас своей государственности, наверное, не было бы и архивной службы. Вы работаете с прошлым, но мы должны сегодня ценить то, что есть у нас сегодня. Я обращаюсь ко всем здесь присутствующим. От каждого здесь сидящего зависит наше будущее. Будущее нашей страны и нашей с вами республики. Награды сотрудники архива получили и от Министерства культуры Республики. Марита Газдиева отметила особую важность работы архива в деле сохранения национальной культуры. Это люди, труд которых, может быть, не виден, делают очень много. Они работают не просто здесь, на территории республики, они выезжают в страны ближнего, дальнего зарубежья. Очень много историй Ингушетии осталось за кадром, во тьме. Очень много предстоит сделать в силу каких-то исторических перипетий, смены каких-то исторических формаций. Вы знаете, очень много документов, фактов, относящихся к истории ингушского народа, было утеряно. Поэтому именно эти люди, архивисты, люди, преданные своему делу, занимаются исследованием, изучением архивов по всему миру и приносят в копилку нашей республики факты о нашем легендарном прошлом, о наших соотечественниках и выявляют белые пятна в истории ингушского народа. Поэтому, пользуясь случаем, от всей души хочу поблагодарить их за этот важный, нужный труд и пожелать им здоровья, мира, добра, семейного благополучия и долгих-долгих лет жизни. Многие из собравшихся отметили огромное значение проводимой архивом работы.
своем выступлении известный ингушский писатель Исаак Адзоев подчеркнул то, что в формировании фондов архива республики должны принимать участие все, кому не безразлична судьба своего народа. У нас своя республика, у нас свои очаги, у нас свой собственный архив. Надо нам всем народам, просто в каждом доме, всем собирать все, что у нас есть. Давайте всем народам наполним наш архив, заполним его. Вот к этому я вас поздравляю всех архивистов. А здесь говорят, что есть такое высокое слово архивариус. Поздравляю вас с этим днем. Дай Бог вам успеха и всяких вам благ. Учитывая, что мы начали свою работу созданием нашей республики 25 лет, начали с нуля, у нас не было материалов по истории ингушского народа, поэтому вся наша работа эти 25 лет шла в том направлении, что мы выезжали в архивы как России, так и зарубежья, выявляли документы, копировали, привозили, и таким образом мы сформировали наш фонд Госархива Ингушетии за счет копий, которые мы приобретали путем выезда и работы в архивах как нашей страны, так и зарубежья. Поэтому я бы посоветовал всем, кто исследует историю Ингушетии, чтобы это были как можно больше исследователей было, во-первых, а во-вторых, исследовать все стороны жизни, все направления, потому что у нас материалы, они могут дать такие хорошие результаты о неизвестных нам моментах. Это, скажем, из области геологии, лингвистики, культуры, литературы и многих других направлений. Поэтому я бы хотел, чтобы молодежь, которая сегодня учится, чтобы они подумали о своем будущем на поприще исследователей истории ингушского народа. Ну, я желаю всем работникам архивов России, исполняется 100 лет, а также архиву Ингушетии 25 лет, всем работникам архива хочу пожелать здоровья, счастья, успеха в работе. Мы работаем в архивах разных городов. Я только вчера прибыл из Москвы, и очень тепло, и люди, коллеги наши относятся к нашей работе. У нас большие планы впереди, большой объем работы. В частности, сейчас нами разработан на ближайшие, скажем так, 5 лет план работы в зарубежных архивах. В частности, это у нас в последнее время, недавно была встреча с главой Республики Ингушетия, и этот вопрос там также поднимался. И сейчас мы над этим очень так серьезно работаем, план уже готов, мы ждем дальше по нему. Должно быть принято решение уже руководства республики. Есть у нас потенциал для этого, есть исследователи. В частности, для этого мы кооперируемся, для этой работы с нашим научно-исследовательским институтом гуманитарных наук. Мы постоянно находимся с ними в тесном контакте. И есть наши архивисты, которые имеют опыт работы в зарубежных архивах. И я надеюсь, что у нас получится эту работу достойно организовать и пополнить наш архив новыми документами, которых у нас до сих пор не было. А вы знаете, какое это имеет важное первостепенное значение для изучения истории нашего народа. Государственный архив Ингушетии сегодня является одним из главных хранителей истории ингушского народа. Здесь формируются коллекции различных документов. Есть книжный фонд. Также накапливается фонд местной периодической печати, на страницах которой отражается повседневность. Тем самым газеты со временем начинают представлять очень важные и содержательные источники информации. Если мы, журналисты, сегодня фактически являемся летописцами новейшей истории как нашей страны, так и, в частности, Республики Ингушетия. В прошлом году, мы знаем, Республика Ингушетия отметила свое 25-летие. Одна из главных газет с региона, газета Ингушетия, тоже отметила свое 25-летие. Вот уже архив отмечает свое 25-летие. Это тот рубеж, когда мы можем подводить какие-то итоги. И если, я повторюсь, мы являемся летописцами, то архивисты эти летописи сохраняют и делают так, чтобы они дошли до наших потомков. И так как мы сегодня изучаем историю тысячелетней давности на основании исторических аналов, когда-то историю будут изучать по нашим материалам, по газетам, по публикациям. И в том числе это заслуга
именно людей, которые сохраняют все это. В рамках праздничного мероприятия были подведены итоги проведенного Министерством культуры Ингушетии среди учащихся школ республики конкурса «История родного края». Министерство культуры провело огромную работу. И в числе этих проектов, которые они проводили, была работа проведения республиканского конкурса «История родного края». Я по приглашению Министерства культуры была командирована от Министерства образования в состав экспертного совета. И вот эта большая комиссия отобрала лучшие из лучших 3 победные работы и 10 детей наградила дипломами лауреатов республиканского конкурса «История родного края». Очень приятно, что в нашей республике проводятся такие конкурсы, ведь это выявляются талантливые дети. Это дается возможность маленьким детям проводить исследовательскую работу. И я думаю, что это очень полезно. Это прекрасно, что у нас такая работа проводится не только Министерством образования, но и Министерством культуры. Ребята получили призовое место, и мне кажется, что то, что они делают, это очень важное дело, потому что архив, история – это, наверное, прежде всего необходимо для того, чтобы народ развивался. Без прошлого, как вы понимаете, нет будущего, нет настоящего. Поэтому у нас в учреждении, в Центре творчества работает научное общество «Молодая наука», и мы тесно сотрудничаем с Министерством архивного дела. И мы очень благодарны им за то, что они дают возможность нашим молодым ученым, в частности нашим учащимся, реализоваться в подобных конкурсах. Как и любой юбилей, 25-летие Государственного архива Ингушетии стало не только подведением итогов проделанной работы. Это своего рода переход на новый этап и, следовательно, уровень исследований, новые задачи, направления поиска. Я благодарен Министерству культуры архивного дела, лично Марии Благоводниной Газдиевой, всем, кто содействовал организации нашего сегодняшнего праздника. И своему коллективу непосредственно, который у меня активно работал по организации сегодняшнего вечера. Мы постарались сделать это в такой неформальной обстановке, так, чтобы люди и ощутили атмосферу праздника, и отдохнули, скажем так, от трудовых будней. И в то же время постарались вспомнить всю историю архивного дела, постарались вспомнить, отметить ветеранов и вклад в развитие архивного дела. То есть вот так в комплексе мы совместили, можно сказать, приятное с полезным, мы отметили и эту дату, и в то же время и еще раз мы пообщались, собрались и пригласили сюда и ветеранов, пригласили всех тех, кто активно сотрудничает с Государственным архивом, также постарались отметить их вклад в пополнение нашего архивного фонда.